Далее мы на телеканале «Якутия-24» вместе с коллегами расскажем о событиях в экономике, спорте, чрезвычайных происшествиях и других новостях. А пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар остановился на уровне 62 рубля 39 копеек. Евро стоит 68 рублей 67 копеек. Выгоднее всех стоит доллар сегодня в Восточном банке. Покупают за 62 рубля 35 копеек, а продают за 62 рубля 80 копеек. По евро лидирует все тот же Восточный банк. Покупает сегодня за 68 рублей 70 копеек, а продает за 69 рублей 18 копеек. Идем далее. Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России. Цены производителей на свинину и куриное мясо сейчас ниже прошлогодних. Однако могут вырасти до уровня 2018 года из-за тяжелой ситуации с африканской чумой и свиней в мире. Цена на сахар снижается, а рост цен на молоко соответствует уровню инфляции, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. Несмотря на увеличение составляющих в себестоимости производства, цены на основные виды животноводческой продукции в течение прошлого года на внутреннем рынке не росли, сказали в министерстве. Также в прошлом году впервые за 5 лет не были зафиксированы резкие колебания цен на молоко. При этом относительно высокая и стабильная цена на молоко благоприятна для производителей, ведет к повышению рентабельности и способствует инвестициям. Льготные возможности карты МИР расширились с сегодняшнего дня. Граждане начнут получать социальные выплаты от государства и местных властей на пластиковую карту. Речь идет обо всех мерах социальной поддержки, государственной соцпомощи и льготах, в том числе на проезд. Изменения также коснутся организаций, у которых открыты лицевые счета в казначействе или финансовых органах местных и региональных властей. Деньги из бюджетов страны они смогут получать только с помощью платежной системы МИР. Отмечается, что в настоящее время через систему МИР зарплаты перечисляют сотрудникам органов и учреждений местных властей, а также довольствие военнослужащим и государственные стипендии студентам. Президент России Владимир Путин сегодня, 30 января, проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Более подробная информация у моей коллеги Нургуяны Ивановой. Нургуяна, приветствую. Что в повестке дня? Сергей, на заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов. Также участники обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Власти Якутии выделят каждому участнику Великой Отечественной войны к юбилею Победы единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также главой республики Айсеном Николаевым было принято решение выплатить детям войны единовременную выплату к юбилею Победы. Это делается впервые. Кроме того, вдовам погибших участников, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей выделят по 30 тысяч рублей. Вдовы умерших участников получат по 20 тысяч рублей, ветераны тыла по 10 тысяч рублей и дети войны по 3 тысячи рублей. Всего на территории региона проживает 81 участник Великой Отечественной войны, почти 5 тысяч ветеранов тыла, около 700 вдов, 27 блокадников и 12 тысяч детей войны. Бесплатное питание всех школьников с 1 по 4 классы в Якутии обойдется в 500 миллионов рублей. Количество всех учеников начальных классов в регионе составляет свыше 60 тысяч детей. Изначально на эти цели было предусмотрено около 100 миллионов рублей. В данный момент рассматривается вопрос о выделении из федерального бюджета свыше 390 миллионов рублей дополнительно. Напомним, что обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России предложил президент страны в своем послании Федеральному собранию. Якутия в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» введет в эксплуатацию более 200 километров автомобильных дорог. Из них свыше 183 километров по региональным автодорогам и более 22 километров по городу Якутску. Власти региона уже заключили первые контракты по объектам на выполнение работ. В 2022 году в Нерингре построят современный терминал и реконструируют взлетно-посадочную полосу в аэропорту. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Подрядчиком объекта выступает компания «Стройдорсервис». Сегодня уже ведутся работы по очистке от снега площадок, под складирование материалов, прокладке временных кабелей к вахтовому поселку.
Аэропорт Нерингри находится в 8 километрах от поселка Чульман. Он признан самым южным авиаузлом Якутии. Основными клиентами аэропорта являются авиакомпании «Аврора», «Якутия», «Газпром Авиа», «Ирайра», «Нордстар» и «Сибирь». Главгосэкспертиза России вынесла положительное заключение по проекту строительства первой очереди горно-обогатительного комбината на Нежданинском месторождении в Якутии. Проект предусматривает отработку запасов месторождения открытым способом в границах первой рудной зоны и переработку руды на обогатительной фабрике по гравитационно-флотационной технологии. Перерабатывающая мощность фабрики составит 1,5 миллиона тонн руды в год. Вот предприятие в эксплуатацию запланировано на 4-й квартал 2021 года, а выход на полную проектную мощность ожидается во 2-м квартале 2022 года. Проектную документацию разработал Полиметалл Инжиниринг. Застройщиком является Южно-Верхоянская горнодобывающая компания. Отмечу, что обе компании входят в состав Полиметалл. Росатом планирует добыть в Якутии первую партию золота. Еще в прошлом году урановый холдинг госкорпорации «Атомредмедзолото» приступил к добыче драгметалла в регионе. О каком месторождении идет речь, в компании не уточнили, однако добавили, что добыча золота исторически не новый проект для Росатома. Ранее отечественная атомная отрасль добывала более половины всего золота в СССР. Контрактметалл Якутии в прошлом году изготовил бриллиантов на 3 миллиона 170 тысяч долларов США. Это на 21% меньше показателей 2018 года. Снижение объемов вызвано сокращением спроса на бриллианты как внутри страны, так и за пределами. Кроме того, в прошлом году предприятие через собственную ювелирную сеть реализовало ювелирную продукцию на сумму свыше 197 миллионов рублей, что с учетом оптовой реализации превысило плановые показатели на 116%. В этом году предприятие планирует произвести бриллиантов на 3 миллиона 200 тысяч долларов США с ростом на 1%, что обусловлено конъюнктурой международного рынка бриллиантов. Якутская топливно-энергетическая компания добыла 1 миллиард 800 миллионов кубических метров газа в 2019 году, что более чем на 10,5% больше, чем годом ранее. Объемы добычи сопутствующего газового конденсата также выросли на 7% и составили свыше 126,5 тысяч тонн. Как отметили в ЕТЭК, данные результаты соответствуют плановым показателям компании. В текущем году ЕТЭК планирует снизить объемы газодобычи и направить почти 2 миллиона рублей на геологическое изучение своих лицензионных площадей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Нургена, спасибо. Это была Нургена Иванова с новостями экономики. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Центробанк будет следить за безопасностью сбора биометрии для систем банков. Российские банки начали централизованный сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца прошлого года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия. Однако затем Центробанк пошел на ряд уступок, в частности для кредитных организаций с базовой лицензией. Параллельно с запуском всероссийского проекта некоторые банки собирают биометрические данные клиентов в собственные базы. В проектах нормативных актов Центробанк приводит такие риски, связанные со сбором данных во внутренние системы, как нарушение их целостности путем удаления или подмены, а также нарушение их достоверности и компрометация. Россия продлит закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем в 5 субъектах на Дальнем Востоке. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в 5 регионах. Это Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, сказала вице-премьер. С 23 января в Благовещенске в связи с риском распространения коронавируса в местах массового скопления людей введен масочный режим. Также в городе проводится комплекс мер по профилактике ОРВИ и гриппа. С 23 января в Благовещенске в связи с риском распространения коронавируса в местах массового скопления людей введен масочный режим.
В соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии Амурской области с 23 января текущего года на территории города Благовещенска введены в действие комплексные планы, в том числе организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа. Рекомендован масочный режим в местах массового скопления людей. Сейчас же нет, да, китайских туристов, таможня закрыта, а обычно как? Нет, ну вообще приходят китайцы, немногие уехали отсюда. Но обычно, конечно, отворачиваемся, когда кашляют. А они сами ходят в масках, видите? Как? Китайцы ходят китайцы. Китайцы насчет этого молодцы. На кадрах видно, что на всех людях, находящихся в общественных местах, надеты медицинские маски. Так, в школе номер 28 распоряжение главы Благовещенска уже исполняют в полном объеме. Учащиеся ходят в масках, в рекреациях развешаны информационные материалы, рассказывающие о мерах профилактики ОРВИ и гриппа. Специфическая профилактика сейчас идет по школам. Значит, у нас идет кварцевание в классах. То есть это в классах и рекреациях идет. Потом, значит, у нас идет уборка, это рекреации идет 2 раза в день. Идет с дезрастворами уже. Вот. Идет и ввели масочный режим по классам. То есть дети у нас это в классах все с масками. То есть они меняют маски 2 раза в день. Это, через каждые 2 часа меняют маски. Вот. Также у нас проводится С-витаминизация. Жители Благовещенска сообщают, что после распоряжения администрации приобрести медицинские маски в аптеках города стало практически невозможно. Вчера нам классный руководитель прислала сообщение в чат в общий родительский о том, что вводится со вчерашнего дня вводится масочный режим. То есть наши дети должны были уже сегодня прийти в школу с масками. Конечно же, я как добропорядочная мать объехала полгорода, но вообще аптека находится рядом с нами, где мы живем, но, к сожалению, масок там не оказалось. А также не оказалось масок и в других аптеках, где я побывала. Я дала задание своему супругу, и он тоже объехал полмикрорайона, масок нет. Фармацевт одной из благовещенских аптек рассказала, что ажиотаж начался на фоне паники, вызванной сообщениями о распространении нового типа коронавируса во многих странах. И на дню даже не по одному разу, и не по 10 раз. То есть очень-очень часто. Даже вот мы повесили объявление, что масок нет, они все равно заходят и спрашивают. И детям, и также взрослые спрашивают. И не по одной упаковке, а по 100, по 50 штук. Ничего себе, а это вот когда началось примерно? Это вот когда пошло с Китая все вот это вот, что начали запрещать эту таможню закрыли, там они все начали нервничать. А как люди реагируют, когда вы говорите, что масок нет? Очень нервно, очень нервно. Нам тоже они нужны маски, но нету возможности приобрести. Но мы говорим, берите хотя бы марлю, делайте повязки, потому что нету нигде, что делать еще? Получается, их просто не успевают производить, да, я так понимаю, эти маски-то? Возможно, потому что нету поставок даже на складе. То есть на склад еще даже не завезли, поэтому мы их не можем получить сюда на аптеку. До начала следующего месяца в городе закрыт таможенный пункт Благовещенск-Хэйхэ. Официально подтвержденных случаев заболевания в России не выявлено. Всемирная организация здравоохранения оценивает угрозу распространения коронавируса в Китае как очень высокую, а в мире как высокую. Тем временем в России предложат продлить каникулы студентам из Китая. Заседание оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России прошло накануне. Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из Китайской Народной Республики, которые учатся в российских вузах и уехали на новогодние праздники в КНР, продлить каникулы до 1 марта 2020 года, сказала вице-премьер Татьяна Голикова журналистам после мероприятия. К другим темам президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим составом правительства. Путин заявил, что правительство Медведева сделало много полезного для страны, несмотря на непростые условия. В целом, я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны. Это было непросто определить цели национального развития, выработать механизм достижения этих целей в виде национальных проектов, осуществлять текущую, полномасштабную и разноплановую работу по развитию экономики страны, социальной сферы.
Далее вернемся в Якутию. В поселке Чульма Нерюнгринского района до сих пор закрыта школа номер 9. Летом здание школы было признано аварийным из-за трещины в фундаменте. На проведение необходимых ремонтных работ был выделен срок в 3 месяца. Сегодня уже второе полугодие, а школа все еще закрыта, в связи с чем многие родители возмущены. На прямой связи с Чульмана наша коллега Александра Цыбикова. Саша, здравствуй. Что именно в этой ситуации возмущает родителей? Сергей, здравствуй. Мы сейчас находимся в школе номер 9 поселка Чульман. Здесь собрались немного родителей, которые хотят высказаться, недовольство их. Я знаю, в чем заключается самое основное. Это, конечно же, расстояние от школы номер 9 до школы номер 7, которое приходится преодолевать детям. Каким образом это происходит? И выделяется ли автобус? Мы зададим эти вопросы Виктории Лысенко. Скажите, пожалуйста, Лысяковой. Виктория, скажите, это является основной проблемой, как я поняла, и озвучите еще другие. Основная проблема школы, в которую мы сейчас ходим, это отдаленность от центра. Ходит школьный автобус, но он физически не может всех детей увезти в школу. Там количество мест сидячих, то есть стоячих детей, не имеют права возить по нормам и правилам. Если добираться на рейсовом автобусе, который ходит не всегда, он ходит нерегулярно, то очень далеко от остановки, это надо пройти центральную дорогу, идти вдоль дороги в школу, где ходят бродячие собаки, где плохое освещение, где нету тротуаров. Вот. Я вас услышала. Ну и, конечно же, холодно. Есть ли еще какие-то проблемы? Как приняли ваших детей в школе номер 7? Я знаю, что более 400 детей школы номер 9 сейчас обучаются в школе номер 7 уже второе полугодие. Как они себя чувствуют? Нормально ли? Как к ним относятся? Ну, во-первых, детям обещали, что они вернутся в школу во втором полугодии, в начале второго полугодия. Детей наших принимают там за гостей. Туда не ходи, то не делай. Даже общественный туалет, который на первом этаже, детям туда не разрешают ходить. Вот. Уровень образования снизился, конечно же. Дети, они очень, они себя чувствуют распущенными. Дискомфорт. Есть ли еще какие-нибудь проблемы? Я вижу, родители подтягиваются, их приходит все больше. Что бы вы хотели озвучить? Спортивный зал в 7-й школе. Вот недавно было занятие, вместил в себя 4 класса. Это никаким нормам не соответствует совершенно. Маленькие дети, которые в начальной школе учатся, они находятся в спортзале, который находится в подвальном помещении, где нет окон, нет толком вентиляции. Дети там теряют сознание. Спасибо большое, Виктория, я вас услышала. Вот, мы сейчас вы можете пронаблюдать, какое количество родителей собралось в школе номер 9. Там еще на улице стоят. Но что отвечает нам директор школы номер 9? Мы записали комментарий. Слушайте. Ситуация следующая. Подрядчик на месте, субподрядчик тоже на месте. Приостановлены работы по решению технической комиссии, которая состоялась 17 декабря, на котором присутствовали одни из первых лиц, и в том числе и глава нашего поселка. И на этом совещании было принято решение приостановить работы и провести дополнительное обследование здания, так как выявились новые разрушения, которые ранее не были в период обследования первого выявлены. Через неделю они нам дадут результаты обследования, в котором будет сказано, в каком состоянии на данный момент находится наша школа. Если это возможно ее восстановить, то значит это пути решения этой проблемы. Я надеюсь, что именно будут пути решения этой проблемы.
Управление образования от комментариев пока воздерживается. Насколько нам известно, сегодня вечером состоится общее совещание по поводу решения данной ситуации. И на следующей неделе, когда придет итог, подлежит здание восстановлению или нет, мы будем держать вас в курсе. Сергей, тебе слово. Александра, действительно, здание находится в аварийном состоянии. Надеемся, в скором времени вопрос с ремонтом будет решен. Я напомню, это была Александра Цыбикова на прямой связи с города Нерюнгри из аварийного здания 9-й школы. Ну а мы идем далее и переходим к мировым новостям. Бумага, графит и пар. Бразильская студентка изобрела новый способ производства электричества, рассказывает Анастасия Дмитриева. Эта студентка из Бразилии разработала новый способ производства электроэнергии, используя только бумагу, графит и пар. 22-летняя Келли Морейра из Государственного университета Санта-Мария в городе Порту-Алегре продемонстрировала свое изобретение агентству Рейтер. Объединив вместе 20 квадратных листов бумаги, окрашенных графитом, Морейра смогла включить 60 светодиодных ламп. Стоимость материалов для генерации такого количества энергии оценивается примерно в 5 центавов или 75 копеек. Механизм простой, но мощный. Энергия производится из молекул воды, присутствующих в воздухе в виде пара. Они попадают на листы бумаги с графитовым покрытием, которые сложены вместе. Получаемая энергия не связана с какими-либо химическими веществами. Ее выделяют ионы, присутствующие в атмосфере. Это и есть причина, почему этот способ устойчивый и экологически чистый. Хотя Морейра находится на ранней стадии исследования, она намерена развить идею и в будущем довести мощность подобной установки до такого уровня, чтобы света хватало на целые дома. А доступность материалов и их низкая стоимость помогут обеспечить электричеством бедные районы по всему миру. Хореографическое достижение танцовщиц в индийском штате Гаджарат стало официальным рекордом Гиннесса. Более 2000 женщин исполнили традиционный воинский танец с саблями по случаю коронации нового правителя, рассказывает Сергей Берец. Народный танец с саблями, известный как Талвар Рас, исполнили во вторник в городе Раджкоте в индийском штате Гуджарат свыше 2000 женщин. Хореографический номер – это один из пунктов программы торжеств в связи с восшествием на престол 17-го правителя из княжеской династии Джадея, считающей своим предком бога Кришну. По разным случаям исполнителями воинственного танца выступают представители обоих полов. Как было объявлено накануне, на сей раз предполагалось установить рекорд Гиннесса, и цель оказалась достигнута. Диплом, врученный представителем книги Джеком Брокбенком, официальное тому подтверждение. Я рад объявить, что новый титул присуждается сегодня здесь, в Раджкоте, за самое большое число людей, танцевавших с саблями. Окончательный результат – 2126 участниц. Достижение посвящено восшествию на престол Мадхата Синхи Джадеи. Для нас это высокая честь. Танец с саблями воплощает наше единство, доблесть, храбрость, искусство и мастерство. Вы стали свидетелями одного из самых великолепных его исполнений. По традиции, восходящей ко временам великих моголов, женщины танцуют талвар рас, когда встречают мужчин, возвращающихся из победоносного военного похода. Празднования, связанные с коронацией, продолжаются около месяца и включают богослужения и жертвоприношения. Компании, управляющие казино, отелями и парками развлечений, демонстрируют свои достижения и преимущества на специализированной выставке в Йокогаме. Власти города планируют создать здесь так называемый интегрированный курорт, посетители которого смогут погрузиться в атмосферу азарта и блеска, как в Лас-Вегасе. Подробности далее. Компания Las Vegas Sands, владеющая многими казино в крупнейшем городе штата Невада, развлекает посетителей своего стенда на специализированной выставке в Йокогаме танцевальными и вокальными номерами из бродвейских мюзиклов. Флагманы игорного бизнеса устремились в Йокогаму на первую в Японии экспозицию, посвященную такому явлению, как интегрированный курорт.
Именно такой комплекс развлечений планируют создать у себя власти портового города, расположенного в 30 километрах юго-западнее Токио. Шоу, устроенные на выставочных площадках, призваны подогреть энтузиазм публики и официальных лиц. По словам президента Las-Vegas Sands Джорджа Танасевича, его фирма стремится просветить публику насчет истинной природы казино. Задача властей и операторов бизнеса, заинтересованных в развитии проекта, состоит в том, чтобы дать людям верное представление о нашей отрасли. Это позволит жителям и администрации Иокогамы получить исчерпывающую информацию, чтобы принимать решения, основанные на фактах, а не на слухах, выдумках и ошибочных суждениях. Интерес к участию в создании интегрированного курорта проявляют и другие крупные игроки, как, например, Genting Сингапур и Wynn. Эта компания владеет отелем-казино в Лас-Вегасе. Президент Wynn Крис Гордон считает, что Иокогама – идеальное место для проекта. Город предлагает великолепный участок. По нашему мнению, стиль этого места отлично вписывается в концепцию нашего бренда, означающего курорт класса люкс. Мы вообще полагаем, что регион Большого Токио обладает демографическим и туристическим потенциалом, о котором можно мечтать. У идеи есть и оппоненты. Небольшая группа активистов провела манифестацию против создания в городе интегрированного курорта. Мнение собравшихся выразил местный житель Нобутака Киси. Всем понятно, что казино полностью разрушит уклад жизни граждан с любой точки зрения. Ранее правительство Японии отложило сроки принятия решения о том, какие города получат право открывать казино. Причина – арест депутата парламента от правящей либерально-демократической партии Цукасы Акимото за получение взятки от китайской игорной компании. Какой сорт кофе теперь считается лучшим на Мадагаскаре? Тот, который сначала попробовали местные летучие мыши. Бобы, которые погрызли рукокрылые, по словам кофеманов, приобретают уникальный вкус, а потому стоят в 50 раз дороже обычных сортов. На богатых кварцем вулканических почвах в провинции Таси в центральной части Мадагаскара, на высоте более 1000 метров над уровнем моря, выращивается редкий и ароматный кофе, который любят не только люди, но и летучие мыши. Впрочем, кофеманы ценят этот напиток даже больше, если бобы для него первыми попробовали рукокрылые. По словам специалистов, слюна диких летучих мышей, остающаяся на ягодах, вступает в реакцию с воздухом, что придает плодам уникальный мягкий вкус, благодаря чему спрос на и без того дорогой кофе Bourbon Point достигает 220 евро за килограмм, в 50 раз дороже, чем традиционные для острова сорта, вроде робусты. К тому же, по наблюдениям фермера Жака Рамарлаха, животные всегда выбирают лучшие плоды. Сейчас бизнесмен работает с 9 десятками фермеров, которые отправляют ему бобы для переработки и продажи. В следующем году мы попросим фермеров сосредоточиться только на кофе, который жуют летучие мыши. Это означает, что фермеры будут собирать только зрелые семена, и это улучшит качество нашего урожая. Кстати, именно Рамарлах 2 года назад начал культивировать в регионе более дорогие сорта арабики, благодаря чему многие жители острова получили возможность зарабатывать. Кофе летучих мышей с Мадагаскара не является чем-то уникальным. Подобный метод используют в Коста-Рике. Сорт копи-лювок в Юго-Восточной Азии производится из бобов, добываемых из фекалий зверька мусанги. В Таиланде есть кофе из слоновьего навоза. Но для Африки это может стать первым случаем, когда подобные бобы станут коммерчески востребованными. По прогнозам Adroit Market Research, мировой рынок особых сортов кофе в 2025 году достигнет 83 миллиардов долларов, что более чем удвоит объем 2018 года. Идем далее. Власти республики ответят на обращения граждан, адресованные в аккаунт только главы и премьер-министра Якутии. Напомним, с этого года вступил в силу указ главы, согласно которому обращения граждан в социальных сетях будут считаться официальными запросами и игнорированию не подлежат. В течение 8 часов должен быть подготовлен предварительный ответ.
Указ по обращениям граждан в соцсетях касается тех обращений, которые идут на аккаунты «Мои» и председателя правительства республики. Надо это донести, так как некоторые граждане начали писать всем чиновникам и с них требовать решения своих вопросов, подчеркнул глава региона Айсен Николаев. За 2 года якутские производители из компании ЕКТ «Сокол» запустили более 200 вездеходов. Якутская компания – это представитель новосибирских изобретателей. Производство машин здесь началось в 2017 году. Сначала выпускалось всего пара машин в месяц, сейчас работа встала на поток. На заводе находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юра, приветствую, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. Сейчас мы находимся в просторном помещении, которое служит заводом для якутских производителей вездеходов. Работа здесь устроена так, чтобы процесс производства шел беспрерывно. То есть по принципу конвейера, где каждый специалист занимается своей частью работы. Сейчас вы видите скелет будущего вездехода, его раму. Если мы пройдем немного вперед, то вы можете увидеть весь технологический процесс создания вездеходов буквально пошагово. Как ты и сказал, Сергей, производить якутских «Соколов» начали в 2007 году. Тогда это был маленький гараж, в котором производили до 2 машин в месяц. Работать начинали всего 4 человека. Якутские вездеходы пользовались спросом, а потому со временем выросло и производство, и само помещение. Сегодня здесь работает 12 специалистов и производится до 8 машин в месяц. Если говорить о самой машине, то вот он, вездеход «Сокол». Его длина 3 метра, ширина почти 2. На нем установлен двигатель от машины Toyota мощностью 109 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Также автоматическая коробка передач, бак на 38 литров, при этом расход топлива порядка 20 литров на 100 километров. Здесь установлены мосты от машины Suzuki Jimny. Если грузоподъемность вездехода составляет около 400 килограммов, сама машина весит порядка 700. Колеса, шины здесь 1100 на 500 и диски на 20 дюймов. Все собственного производства. К слову, положительная плавучесть этого вездехода обеспечивается благодаря водоизмещению колес. Но помимо стандартного «Сокола», здесь также производят его усовершенствованную модель «Сокол Про». Он больше и мощнее своего предшественника. Вот он, основное его отличие – это мосты Spicer со 100% межколесной блокировкой. Благодаря этому возрастает надежность, проходимость и управляемость машины. Как вы можете видеть, сегодня это большое производство, но о том, как все начиналось, давайте все-таки узнаем у руководителя компании Станислава Соколова. Станислав Константинович, здравствуйте. Расскажите, как же началось производство «Соколов» в Якутске? В 2017 году подошел ко мне товарищ, который предложил заняться производством данного вида техники. А привело нас к этому, что испробовав очень много разных видов вездеходной техники, которая нас не удовлетворяла, тем самым и пришли к этому вездеходу, к выпуску именно в Якутске. Ну и расскажите на начальных этапах, какие были проблемы в создании вездеходов? Прежде всего, как говорится, начинали с нуля практически. Съездили в Новосибирск, договорились с изобретателями. На первом этапе, как говорится, купили машину, необходимые комплектующие, оборудование закупили и привезли все это в Якутск. И в начале мая месяца произвели уже первые машины 2017 года, мая 2017 года. Спасибо большое. Ну а приобрести эти машины стандартной комплектации можно, начиная от 700 тысяч, а вот «Сокол Про» обойдется покупателям уже от 1 100 000 рублей. Сергей, на этом у меня вся информация. Юра, спасибо. Действительно полезная для нашей республики техника. Я напомню, Юрий Осипов в прямом эфире рассказал о вездеходах «Сокол».
Продолжаем выпуск. Самовыгул домашних животных в Якутске теперь запрещен. Об этом сообщает окружная администрация. На территории Якутска запрещено выпускать домашних животных на выгул без сопровождения хозяев. Особенно это касается граждан, проживающих в частном секторе и содержащих собак для охраны. В противном случае к хозяину животного будут применяться штрафные санкции. Самовольно разгуливающих собак планируют отлавливать и доставлять в пункт передержки. Хозяину придется оплатить не только штраф, но и содержание животного. А в городе Нерюнгри сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региона при содействии МЧС России по Якутии пресечена игорная деятельность. На момент прибытия стражей порядка в помещении, расположенном в подвале жилого дома, находились администратор заведения и 3 посетителей. Полицейскими изъяты 9 игровых автоматов и денежные средства в сумме 33 тысяч рублей. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организатора подпольного игорного бизнеса. А в Алданском районе 4 местных жителей предстанут перед судом за вымогательство и грабеж. Подробности в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, приветствую. Кто стал объектом вымогательств? Приветствую, Сергей. Как известно, в Алданском районе очень много людей, которые работают вахтовым методом. Вот именно на вахтовиков и решили напасть преступники, угрожая оружием. Им удалось заполучить деньги и ценные вещи более чем на 150 тысяч рублей. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они обвиняются в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в незаконном проникновении в жилище с применением насилия, а также в вымогательстве с применением насилия. По версии следствия, весной 2019 года 4 молодых людей, вступив в преступный сговор, начали вымогать деньги у граждан, приехавших в Алданский район для работы вахтовым методом. Для реализации своего преступного плана вымогатели незаконно проникли в квартиру потерпевших, где предъявили им требования о безвозмездной передаче денег. При этом для подавления воли к сопротивлению потерпевших в отношении одного из них обвиняемые в присутствии остальных применили насилие. Добычей злоумышленников стали деньги и имущество потерпевших на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Участковыми уполномоченными полициями по Сунтарскому району выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции физическим лицом. Ранее судимая за преступление в сфере незаконной реализации алкоголя жительница района не сделала для себя должных выводов и вновь совершила преступление. 49-летняя женщина у себя дома, расположенном в селе Эльгай, осуществила продажу 2 бутылок вина и бутылки водки несовершеннолетнему. Алкоголь изъят на месте. По факту правонарушения составлен административный протокол. Также участковыми уполномоченными полиции при взаимодействии с общественниками села Сунтар в рамках операции «Быт» был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции физическим лицом. 63-летний местный житель у себя дома осуществил продажу 2 бутылок водки. Мужчина и ранее был судим за подобное деяние. Несмотря на это, вновь нарушил закон. По данному факту проводится проверка. Прокуратурой Тампонского района установлено, что судебный пристав-исполнитель Тампонского районного отдела судебных приставов имея в своем производстве 12 исполнительных дел по взысканию со своего родного брата, индивидуального предпринимателя, задолженностей по уплате страховых взносов, государственных пошлин и налоговых платежей, не приняла в соответствии с требованиями закона мер по принудительному взысканию задолженности, а также мер по урегулированию конфликта интересов. При этом вынесла заведомо незаконное постановление об окончании исполнительных производств в связи с невозможностью взыскания задолженности. При имеющихся сведениях о наличии у него имущества, чем причинило бюджет Российской Федерации ущерб в сумме свыше 162 тысяч рублей. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными обязанностями». На момент возбуждения уголовного дела судебный пристав-исполнитель уволен со службы в связи с утратой доверия. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Тампонского района. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы, являющейся председателем общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Она обвиняется в совершении 4 эпизодов преступления мошенничества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
По версии следствия, обвиняемая, заведомо не обладая полномочиями по снятию запрета на въезд на территорию Российской Федерации иностранным гражданам, не имея реальной возможности и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, с целью хищения денежных средств, сообщила ранее незнакомому иностранному гражданину о возможности оказания за плату помощи по снятию запрета на въезд на территорию Российской Федерации иностранным гражданам. Будучи введенным в заблуждение в сентябре 2018 года, потерпевший передал ей денежные средства в размере 40 тысяч рублей. В 2019 году обвиняемая, заведомо не обладая полномочиями, по условно-досрочному освобождению лиц, отбывающих наказание в местах принудительного содержания, не имея реальной возможности и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, с целью хищения денежных средств граждан ввела в заблуждение 3 лиц, сообщив им о возможности оказания помощи в условно-досрочном освобождении осужденных, отбывающих наказание по приговору суда, и получила от них 285 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В дежурную часть отдела полиции по Нюрбинскому району поступило сообщение о краже дизельного топлива из гаража горно-обогатительного комбината. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей. Полицейскими установлен подозреваемый. Им оказался 33-летний мужчина, проживающий в Сунтарском районе. Подозреваемый в течение нескольких недель работал водителем большегрузной автомашины в одном из сел Нюрбинского района. После истечения срока трудового договора мужчина решил похитить топливо. Злоумышленник, находясь в гараже предприятия, слил в канистры 100 литров дизельного топлива с грузового самосвала и, загрузив их в свой автомобиль, покинул место происшествия. Полицейские задержали подозреваемого на автодороге по пути в соседний район. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня все. Спасибо, Александр. Я напомню, это был Александр Хавренко с новостями о чрезвычайных происшествиях, а мы продолжаем нашу программу. Истинная любовь сильной женщины и ее трагическая судьба. На сцене Сахатеатра полным ходом идут репетиции нового спектакля Васа Железного. Содержание новой постановки основывается на пьесе Максима Горького, но режиссер Сергей Потапов выбрал второй вариант произведения, который был написан в 1930 году. По словам режиссера, именно действия, которые рассказывает во второй пьесе, сходятся с нынешними временами. Притом Сергей Потапов осовременил постановку, пофантазировал в плане. И в спектакле раскрывается судьба якутской богатой женщины Васы Тимировой. Ее играет заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Изабелла Николаева. Премьера спектакля ожидается 8 и 9 февраля. Мы хотели немножко эту историю перевести сюда, на наше время, и показать нравы, какие-то духовные качества современных людей, наших современников, а не то, что когда-то произошло до революции где-то в России. Чтобы якутский зритель подключился к действию, мы даже сделали так, что это действие происходит в Якутии, что главная героиня, она якутка, что это такая якутская семья. К новостям спорта. На ледовом поле он становится будто невидимым, но именно от него зависит честный исход матча. В этой роли Анатолий Косовец. Уже 65 лет в хоккее, и каждые выходные он на льду. В этом месяце он отсудил уже 9 игр по хоккею на Кубок «Профалмаз». Что нужно для победы и какие нюансы стоит учитывать в этой динамичной игре, в материале наших коллег. В разгар матча незаметно снует между игроками главный судья. Хоккеисты и вовсе не замечают его присутствия на льду. Правда, до того момента, пока не услышат свисток. Анатолий Васильевич может разрешить любой конфликт на льду. Он за честность и справедливость в играх. В хоккее 65 лет. Правила игры знает как свои 5 пальцев. Соревнования проходят, на Миринской площадке отдельно от Удачинской. И на Удачном на площадке проходят наши соревнования. Потом 2 лучших команды с каждой площадки попадают в финальную пульку.
Между таймами в раздевалке разбор полетов. Арбитр с коллегой обсуждают ошибки, недочеты и, конечно, делают прогнозы на финал. Анатолий Васильевич признается, любимчиков в турнире нет. Все команды родные. Он сыграл с нами матч хоккей в 60 лет, потом переоделся и ушел играть в футбол. Еще отыграл футбольчик. Вообще красавец. Это пример для молодежи. У Анатолия Косовца 6 внуков, 5 играют в хоккей. 6-й пока подрастает. Ваня средний. Все выходные любит проводить с дедушкой. Для него он больше, чем рефери. Мужественный, сильный, лучший. Впереди еще несколько игр и финал, в котором бессменный рефери снова выйдет на лед и будет следить за каждой забитой шайбой. Игроки Анатолию доверяют, говорят, если судит Косовец, значит все будет по справедливости. Анна Брянская, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение перенести чемпионат мира на 2021 год в связи с распространением в Китае коронавируса. Соревнования должны были пройти в Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года. Подробности расскажет Полина Долинская в рубрике «Спорт». Полина, приветствую. Кого еще затронул этот злосчастный вирус? Здравствуй, Сергей. Также в связи с распространением коронавируса в Китае континентальная хоккейная лига приняла решение перенести заключительный домашний матч пекинского Куньлуня в Новосибирск. И по той же причине был отменен этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти с 15 по 16 февраля в китайском уезде Яньцинь. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение перенести чемпионат мира в помещение на 2021 год в связи с распространением в Китае коронавируса. Соревнования должны были пройти в Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года. Ассоциация выразила благодарность странам, вызвавшимся заменить Нанкин в качестве места проведения чемпионата. Однако от варианта переноса турнира в другую страну решили отказаться, чтобы не избежать изменений сроков проведения чемпионата. Но не одним коронавирусом угрожает легкоатлетам России. Всероссийской Федерации легкой атлетики грозит полное исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций в случае, если российская организация не предоставит доказательств своей невиновности по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. У Всероссийской ассоциации было 8 недель на то, чтобы ответить на обвинения, а также трижды была предоставлена отсрочка. В случае, если обвинения подтвердятся, правление отдела по борьбе за легкую атлетику рекомендует Совету рассмотреть возможность наложения самых серьезных санкций на российских легкоатлетов, в их числе исключение из состава организации. Россиянин Борис Грачев белыми фигурами обыграл соотечественника Геворга Харатюняна в партии 5-го тура международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета Moscow Open. Соревнования проходят в Москве. В других партиях Сергей Волков черными фигурами победил Армана Гейвандяна. Алексей Придорожный черными сыграл в ничью с Олегом Бадманцыреновым. Гор Айрапетян черными сыграл в ничью с Мансуэлем Петросяном, а Клементий Сычев белыми переиграл Полину Шувалову. Партия 6-го тура состоится 30 января. Турнир завершится 2 февраля. Сборная России по мини-футболу обыграла команду Словакии в первом матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира. Результат встречи – счет 7-1. Матчи группы «С» проходят в Хорватии. В составе сборной России голы забили Артем Антошкин, Даниил Давыдов, Робиньо, Эдер Лима и Артем Ниязов. В следующем матче россияне сыграют 30 января со сборной Азербайджана. В элитном раунде участие принимают 16 команд. Лучшая команда каждой группы напрямую попадает на чемпионат мира. Российские биатлонистки завоевали серебряные медали в женской эстафетной гонке 4 по 6 километров на юниорском чемпионате мира. Российскую команду представляли Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова и Анастасия Шевченко. Победа на счету спортсменок Франции. Третьими финишировали представительницы Норвегии. Ранее мужская сборная завоевала золотую медаль в эстафете 4 по 7,5 километров в едином общекомандном зачете юношеского и юниорского чемпионата
чемпионата мира, российская команда находится на втором месте, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Чемпионат мира завершится 2 февраля. Переходим к обзору спортивных событий нашей республики. Вслед за большими борцовскими стартами на ковре вышли наши воспитанники. На соревнования отправились 5 борцов и тренеры – Эрчимен Макаров и Михаил Захаров. В составе команды Александр Бетенский, Тимофей Стручков, Ренат Троев, Руслан Петров и Денис Николаев. Таким образом, на первенстве России по греко-римской борьбе наша республика была представлена 5 спортсменами. Из них, показав отличную подготовку и интересную борьбу, удостоились наград Бетенский Александр в весе до 48 килограммов, занявший 3-е место, серебряный призер первенства Европы Стручков Тимофей, весовая категория до 55 килограммов. В общекомандном зачете наша республика заняла 3-е место из 22 субъектов Российской Федерации. Этот же состав продолжит свои выступления на первенстве России по вольной борьбе среди старших юношей. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Спасибо, Полина. Я напомню, это была Полина Долинская с новостями спорта. А мы продолжаем наш выпуск. Через тернии к машине жители Алтайского края не отчаиваются из-за непогоды. Так, барнаульцы не пожалели сил и выкопали 7-метровый тоннель, чтобы добраться к своему гаражу, который замело снегом высотой с человеческий рост. На кадрах местный житель демонстрирует результат своих трудов. По его словам, чтобы покататься на машине, ему придется ждать до весны. С 23 января в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильных метелей и снегопада. Согласно региональному министерству транспорта, более 9 дорог перекрыто в связи с погодными условиями. В некоторые районы до сих пор остаются отрезанными от мира. Начался дефицит продовольствия. Населенные пункты продукты питания и воду доставляют на специальной технике МЧС. В данных районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. А вот в центральной России, наоборот, сетуют: валенки в опасности. Теплая зима сделала традиционную обувь бесполезной. Аномально теплая зима в России в этом году радует любителей покататься на велосипеде и поесть мороженое на улице. А вот любителям снежных видов спорта не позавидуешь, но еще хуже обстоят дела у тех, кто шьет одежду для традиционных русских морозов, рассказывает Роман Чуриков. Еврозима. Так синоптики назвали погоду, установившуюся на европейской части России в декабре 19 и январе 20 годов. Снег выпал только на днях, да и он, судя по прогнозу, скоро растает. Ниже нуля показания термометров опускаются в основном по ночам. Это при температурной норме для столицы -7, -10 градусов по Цельсию. Такая еврозима требует евроодежды и еврообуви. И вот к последней категории едва ли можно отнести самые традиционные для России сапоги – валенки. Несправедливо было подзабытые, в последние годы они снова стали набирать популярность. Молодежь оценила их тепло и удобство. Но аномальная зима 2019-2020 изрядно подпортила настроение производителям обуви, созданной для настоящих русских морозов. Мы, конечно, заметили спад спроса в потребительском секторе. Но это касается розничной торговли. Основные наши потребители – это северные регионы нашей страны, Урал, Сибирь. Но и самые северные регионы России не могут компенсировать падение спроса. Уж где-где, а и в самом Красноярске снега в эти дни гораздо меньше, чем обычно. Жалуются даже суровые сибирские продавцы. Плохо. Очень плохо. Если до Нового года немножко мы еще попродавали, белые красивые с вышивкой были, ушли, ну и ребятишкам брали, бабушкам брали. Но основная масса остается у нас не продана. В отличие от предыдущих лет, современный дизайн и фасоны не спасают положение. Зачем валенки, если этой зимой прохожим тепло в обычных ботинках, а кому-то и в кроссовках? Надежда только на исконную аудиторию. Ну, кто знает фабрику, кто привык уже к этому, это не имеет значения. Вещь надо иметь, это всегда. Все равно морозы какие-то идут. Бабульки все носят валенки. И у меня они есть. 2019 год в России, по данным Гидрометцентра, стал самым теплым за всю историю наблюдений. Столбик термометров в среднем был на 2–2,5 градуса выше обычных значений. Судя по январю 2020-го, конца этому тренду пока не видно.
Впрочем, производители валенок пока не унывают. Этой обуви, по некоторым оценкам, 1500 лет. Так что несколько теплых зим традиционные сапоги не убьют. Но этого не скажешь о бизнесе по их пошиву. А сейчас среднесуточная погода в крупных городах Якутии. В Алдане минус 12, солнце временами выглядывает из облаков, порывы ветра до 4 метров в секунду. В Ленске минус 13, переменная облачность, ветер до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, и временами идет снег. В сердце алмазной провинции Мирном минус 16 по Цельсию, переменная облачность, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. В столице Южной Якутии Нерюнгри минус 25, переменная облачность, ветер 3 метра в секунду и без осадков, атмосферное давление 686 миллиметров ртутного столба. И в столице республики немного потеплело. В Якутске минус 27 градусов, ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.